Сабах хайырлы сайгы сирижлер. Доброе утро, уважаемые телезрители. Художники творческого объединения «Гагауз Арт» представили свои картины на выставке «Осенний листопад». Около 60 работ гагаузских мастеров кисти можно увидеть в региональной галерее. Сегодня у нас в гостях утренней программы, известный художник Гагаузии, преподаватель детской художественной школы муниципе Чудерлунга, представитель творческого объединения «Гагауз Арт» Федор Дулогла. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Нормальное утреннее настроение. Слушайте, осень на многих навевает грусть, но глядя на ваши работы, на ваши картины, можно увидеть всевозможные яркие краски и осень во всей ее красоте. Особенно если учесть, что в этом году осень очень теплая. Да. Золотая. Конечно, конечно. Можно сказать, что осень ваше любимое время года? Ну, я бы не сказал любимое, но оно самое яркое. Вы знаете, вот осень, множество оттенков цветов, желтых, оранжевых, красных, зеленых, каких угодно. Да, еще и на фоне голубого неба. Поэтому, конечно, это все способствует тому, чтобы творить, писать картины, ну и выставлять, конечно же. На фоне голубого неба с лучиками солнца, все это в золоте купается, и да. Мы окунаемся в эту прекрасную вечность. Да, да. На выставке «Осенний листопад» можно окунуться в прекрасные оттенки осени, все красивое увидеть. Я хотела бы, чтобы мы сегодня поговорили о работах художников, какие работы представлены и в каких жанрах. Ну, как правило, всегда сборная выставка – это, ну, даже если, если вот, допустим, у нас осенняя выставка, это вовсе не значит, что мы должны на тему осень только выставлять, да, потому что каждый художник имеет свою какую-то направленность, свою тему, свою технику, свое видение мира, поэтому он представляет как бы себя вот на этой осенней выставке, свои как бы достижения, можно так сказать. У нас эта выставка традиционно проводится, ну это уже с 2016 года, когда образовалось наше объединение, и у нас вот осенняя и весенняя выставка, это стабильно, обязательно проводится, да. И, как правило, мы на эти выставки свои новые работы представляем. Ну вот, если говорить об этой выставке, что сегодня проходит, то хочу сказать, что, конечно, она, как и все остальные, она многогранна и разносторонняя, потому что, ну, я уже говорил о том, что каждый художник, он в своем стиле, в своей технике выставляется. И на этой выставке очень много разных жанров, разных техник и разных направлений то же самое. Хотел бы отметить, конечно, некоторых. Например, вот мне лично понравилась очень работы Попян Лидии. Там она выставила 3 работы. У нее натюрморт с розами и с женскими образами, женскими 2 работы. Очень яркие, насыщенные, стилизованные работы. Не просто вот там чисто реалистические, да, а вот они стилизованные, образы показаны. Мне очень понравилось. У нас есть картины, мы можем их вместе со зрителями посмотреть, и вы нам прокомментируете, и дальше продолжим беседу. Ну хорошо, давайте, да. Это Константин Келиш. Вот как раз хотел сказать и о Келише, что это у нас самый такой продуктивный художник. Он работает очень, он в год может по 20-30 работ писать. И его тема – это тема лошади, мы это уже прекрасно знаем. Вот. И я хочу сказать еще о Келише, то, что он директор Ат-Пролин, да, вот это лошадиный вот это фильм. Да. Ат-Пролин, правильно, да. Вот. Но и образование он имеет только художественную школу. Но я вам скажу, что он с детства рисует, и карандаш, и кисть эту не забрасывал до сих пор. И несмотря на то, что он имеет только художественную школу, он на уровне профессиональных художников выставляется. И он уже издал несколько альбомов графических работ. Вот, а сейчас он работает в технике живописи. Ну, здесь
представлены еще работы Фазлы. Фазлы – это очень, я считаю, самый из нас всех, самый профессиональный художник. Знаете, вот художник должен иметь, настоящий художник, свою тему, свою технику и свой неповторимый стиль. Все вот три вот эти составляющие как раз и представляют Фазлы. У него тема – это гагаузская тематика, своя техника неповторимая, ну, мы это уже видим, да, и свой стиль. Поэтому я лично считаю, что это самый-самый профессиональный. Его можно выставлять на выставках различного уровня, и регионального, республиканского, международного. Я считаю, что он вполне достоин вот этого. Ну, замечательные работы, да. Вот мы еще наблюдаем работы Константина Келиш. Ну, вы говорите, оцениваете его высоко профессиональные, да, навыки, да, и способности, но когда человек рисует, пишет с огромной любовью, это, по-моему, от этой картины просто излучается жизнь на самом деле. Все ее тонкости, все тонкости, да, души, конечно, художника. Константин Келиш, он с детства любит животных, лошадей особенно, и вот эта любовь, она вылилась и в живописи, и это видно, это очень хорошо видно в его работах. И также еще и молодые художники. Да, да. У нас объединение Гагауз Арт есть, да, хотела бы о их творчестве немножко поговорить. В Гагауз Арт, да, молодые художники. Ну вот у нас Татьяна Титриогла есть и Наталья Кожикарь. Они у нас недавно, по-моему, 2-3 года в нашем объединении, но довольно тоже заметные. Вот Татьяна Титриогла, например, у нее абстрактные вот эти работы она делает. И на этой выставке она много работ, 8, по-моему, работ выставила. И я, честно вот скажу, мне, честно говоря, не все они понравились, но у нее есть очень-очень даже хорошие работы. Очень. И я думаю, если она будет дальше вот развиваться в этом, то, конечно, будут хорошие результаты. Теперь, Наталья... К критике как относятся представители вашего объединения и вообще просто художники? То есть вы можете же подсказать, может быть, здесь бы можно добавить вот там какого-то, не знаю, оттенка или какие-то еще штрихи, насколько болезненно или хорошо вот воспринимают критику? Это же тоже важно, да, но это очень тонко надо, да, потому что художники – это тонкой души люди. Да-да-да. Мы это все прекрасно, конечно, оцениваем. И хочу сказать, что вот эти сборные выставки, они чем хороши? Тем, что мы, во-первых, учимся друг у друга, перенимаем какой-то опыт, и выставляя себя, мы, конечно, хотим как-то в лучшем свете выставиться, да? Вот. Теперь, если мы как-то критично говорим, какие-то замечания делаем, бывает, это вполне нормально. И прислушиваемся, конечно, да, прислушиваемся к тем. И это молодые наши девушки, я вот тоже, кстати, вот говорил с Татьяной Титриоглой, что мне понравилось, что не очень понравилось, вот хотела. Она где-то, да, она соглашается, она прислушивается, да. Я думаю, это нормально. Это нормально. И даже нормально, если мне кто-то скажет какое-то замечание, вот, Федор Петрович, вот у тебя тут то-то, то-то, ну, ради Бога, ну что, я что, гений, что ли? Человек, вот художник, он растет и развивается всю свою творческую деятельность. Если он перестает развиваться, то он как художник уже прекратил свое существование. Поэтому я вот даже смотрю свои какие-то прежние работы, и я очень критично к ним отношусь, нахожу там даже много ошибок. Поэтому это вполне естественно, что каждый художник, он растет и развивается, и есть какие-то, может, недостатки, к которым надо прислушаться, если со стороны не без этого, не без этого. Да. Я знаю, что вы очень много лет работаете в художественной школе, да, в муниципе Чедерлунга, воспитали много-много художников, среди них есть и известные. Да, да. Да, я в школе уже работаю 45 лет, это довольно приличный срок.
Да, почти полвека. Ну да. Я когда в школу пришел, это был 2078 год, в школе было 8 лет, а сейчас уже 53. Так что, конечно, уже через мои руки прошло большое количество учащихся, и действительно многие из нашей школы состоялись уже как художники. Я вам хочу даже больше сказать, не случайно вот на нашей выставке, например, вот на этой выставке 11 человек выставилось с нашего объединения, из них 7 человек с Чедерлунги. Ну, это говорит о том, что школа работает и хорошо работает. Ну, это самая старая школа у нас в Гагаузии, поэтому это вполне естественно. Вот. Ну, если о школе говорить... Если поговорить о последних успехах, я знаю, что ваши юные художники, их работы представляются на всевозможных выставках, конкурсах. Вот о последних достижениях расскажите, пожалуйста. Вы знаете, да, действительно, вот Наталья Георгиевна сейчас наша директор школы, Она же ваша, по-моему, ученица, да? Да, вот. Ну не моя лично, а нашей школы эта ученица, да. Вот. И так она действительно во всех этих конкурсах всевозможных, мы не успеваем даже, она объявляет то один конкурс, то другой, и я хочу сказать... Но это стимулирует детей, ребят, это стимулирует педагога прежде всего. Конечно, это стимулирует детей, тем более там бывают и денежные призы, не просто там дипломы, и дети заинтересованы, они работают, и они растут благодаря этому. И у нас действительно дети постоянно участвуют в этих, вот в последнее время постоянно в различных конкурсах, различного уровня. Вот, и районные, региональные, республиканские конкурсы, и даже международные конкурсы участвуют. Вот у нас и они участвовали, я уже не помню, как называется, недавно и в Румынии участвовали, был международный конкурс. Поэтому я думаю, что дела обстоят хорошо в нашей школе. Отлично. Мы тоже очень рады успехам, потому что это наши дети, это дети Гагаузии, и их работы, ваш труд неоценимый. Это наша гордость, и это то, чем мы на самом деле можем гордиться и гордимся, потому что, опять же, это огромный труд. Да, конечно. Но и хорошо, если этим трудом занимается человек, который любит этот труд. И у нас вот в школе коллектив работает уже, знаете, стабильно, коллектив уже десятки лет. У нас Наташа самая молодая, вот Наталья Георгиевна, да? А остальные работы еще с прошлого века, там уже десятки лет. Это уже как семья у нас. И атмосфера очень дружеская, творческая атмосфера. У нас практически все преподаватели, все члены объединения художников Гагауз Арт. То есть, помимо того, что они занимаются преподавательской деятельностью, они занимаются еще и творчеством. А что значит заниматься творчеством? Это повышать свой профессиональный уровень. Вот преподаватель, который не занимается повышением, но он на одном уровне идет, может даже деградирует. А художник-педагог, который занимается творчеством, он растет. А если он растет, то уровень преподавания тоже. Он растет вместе со своими учениками? Да. То есть в каждой работе, вы можете сказать, что в каждой работе вы видите, может быть, какие-то и свои ошибки, скажем так, когда вы допускали там в более юном возрасте. То есть... Да, вполне естественно. Да, конечно. Что вам больше всего нравится в вашей профессии? В моей профессии мне нравится общение с детьми. Мне нравится с ними работать. И мне нравится, когда я увлекаю этих детей, они увлеченно работают, вот это мне просто бальзам на душу. И когда я вижу плоды своего труда, то есть работы учеников на очень хорошем уровне, я просто в восторге от этого. Да, мы тоже в восторге. Слушайте, говорят, вот обычный человек не всегда увидит то, или даже не увидит то, что вокруг, да? А художник обязательно заметит и отразит это в своих работах. Возможно, да? И, возможно, обычный человек увидит то, что он не видел своими глазами. Как это происходит в психологии, в истории, в физиологии человека? Ну, в принципе, так. Потому что, я думаю, что художник, он
немножко другими глазами смотрит, и он воспринимает окружающую среду, может быть, видит то, что простой человек не видит, недоступно ему, может быть, или не обращает внимания. А художник, он видит и пытается это воплотить в своих работах. Ну, другое дело, иногда получается, иногда не получается, конечно. Вот. Особенно есть работы какие-то философские, какие-то психологические. То есть не с натуры там пейзаж написать, это совсем вот, это одно. А совсем другое, когда что-то выносить какую-то тему и пытаться ее вот на холсте выразить. И так, чтобы еще зритель понял, что он хотел сказать художник этим. И тем более не реалистическими, а какие-то, может быть, стилизованными образами, абстрактными какими-то. Это не так-то просто, но если это получается, то это очень хорошо, это здорово. Вернемся к нашей выставке, к выставке «Осенний листопад». И хотела бы, чтобы вы сказали, сколько будет времени наработать, как можно попасть на эту выставку и увидеть работы, прикоснуться к необыкновенно прекрасному. Ну, выставка наша будет работать до конца ноября месяца. Это, в принципе, с 10 до конца, это получается 20 дней всего лишь. Это не так уж много. Но это связано с тем, что по планам галереи там в начале декабря, в первых числах, будет выставка художницы из Приднестровья какой-то. Ну, я думаю, вполне достаточно вот этих 20 дней для того, чтобы жители города могли или гости посетить эту выставку. Я думаю, что они не пожалеют, если посетят эту выставку, потому что она действительно очень яркая и разнообразная выставка. И там каждый может найти свое что-то в этой выставке. И увидеть все прелести осени. Все прелести осени, да, согласен, конечно. Ну что ж, я благодарю вас. Спасибо большое, что вы этим добрым, прекрасным утром зашли к нам, подняли нам настроение. Я думаю, что и себе тоже, потому что художник, начиная работать, он, наверное, должен пребывать в таком приподнятом настроении, да, чтобы создать прекрасную работу. Конечно, конечно. Спасибо вам большое и доброго утра всем. Спасибо, уважаемые телезрители. Хочу напомнить вам еще раз, что в региональной картинной галерее муниципия Камрад открыта выставка «Осенний листопад». Там размещено около 60 работ гагаузских мастеров кисти. Приходите, уважаемые жители Гагаузии и гости. А гостем утренней программы сегодня был известный в Гагаузии художник Федор Дулогла. Спасибо вам большое, хорошего дня. Спасибо. Спасибо.